В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Комитет семей воинов Отечества создан по инициативе президента России Владимира Путина. Подразделения организации созданы во всех регионах страны для координации и консолидации усилий в оказании помощи родным участников СВО и самим бойцам. Наша гостья в студии Юлия Белихова, руководитель Комитета семей воинов Отечества России, член Совета по правам человека при президенте страны, по развитию гражданского общества и правам человека. Юлия Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы работаете у нас в Якутии уже 3 дня. И хотелось бы узнать, что больше всего вас удивило и что вы бы отметили по итогам этих дней. Вы знаете, все абсолютно удивило, и прежде всего это люди. Люди, которые действительно с теплотой, с душой, с любовью относятся сегодня к нашим военнослужащим и к семьям. Удивило то, что есть сплочение органов власти и людей, которые помогают в волонтерских сообществах. Вы знаете, вот только сейчас были в волонтерских сообществах 2, и вот так вот стежок за стежком, вот с таким наполненным чувством любви, с таким оберегом, как говорится, материнским, женским, помогают сегодня от мала до велика, в том числе наши серебряные волонтеры, помогают сегодня солдатам, которые приезжают в отпуск, их нужно одеть, да, и казалось бы, там, сколько тысяч километров, а вот этого равнодушия нет. Поразили студенты, которые сегодня помогают делать такие заготовки определенные, да, из рыбы, из мяса, национальная кухня, которая дальше отправляется в Москву, с Москвы госпиталя, с Москвы дальше в Новоазовск, в зону специальной военной операции, для того, чтобы ребята чувствовали, заботу чувствовали о том, что здесь стараются помочь, о том, что вот такое вот национальное, этичное, с любовью, вне зависимости от того, сколько это тысяч километров. Поразили сегодня психологи, которые помогают сегодня здесь семьям, которые помогают бойцам, их честные вопросы, их искреннее желание помочь и быть более профессиональными, на что обратить внимание. Сообщество, которое здесь профессиональное, педагогов в институтах, потому что вопрос о том, как сегодня вот включить в процесс обучения. Понимаем же, что с войны, понимаем, что не просто. Есть у кого контузия, ребята поступили сегодня, хотят начать другую жизнь. Не ставить жизнь на паузу, а именно начать жизнь и дальше помогать уже, как говорится, на других рубежах, потому что здесь нужно тоже заниматься и инфраструктурой, и многим другим, и быть полезными, потому что военнослужащий мужчина, он всегда хочет быть полезным и востребованным. И вот здесь помогают абсолютно с разных сторон сделать это, просто реализовать. И вот вы знаете, все эти направления, которые видели, и даже дети, которые в школах, да, с таким чувством, пониманием, а мы, а как же мы, а что можем сделать мы? Письма детей, да, те обереги, которые делают. Вы знаете, даже театр, который здесь есть, и те, кто там работают, ставят спектакли, приглашают, вот буквально скоро будут спектакли «Елки» для семей участников специальной военной операции. Они тоже шьют, они тоже плетут. И вот так вот узелок за узелком связываются, знаете, люди внутри города, региона, внутри страны, потому что нас сегодня объединяет любовь друг к другу. Человеческое отношение помочь друг другу. Абсолютное понимание, что тыл для фронта очень важен. И вот абсолютно во всех сферах, которые здесь есть, да, мы сегодня видим вот это вот правильное отношение. Потому что слово «патриотизм», оно должно быть наполнено. Чем? Делами. Клиника офтальмологическая, да, которая, не только офтальмологическая, которая здесь есть, мы видим, как сегодня по зеленому коридору идут бойцы, потому что отпуск, он ограничен, нет времени стоять в очереди. Им оказывается быстрая профессиональная помощь. Также семьи участников специальной военной операции, потому что приехал в отпуск. Конечно, есть заболевания, которые обостряются, конечно, там непростые условия. И каждому хочется помочь, и медицинскому сообществу, и образовательному, и нашим волонтерам. Но волонтеры – это вообще отдельная история, потому что вот сейчас самому старшему 82 года. Да сколько там силы духа. А рядом молодые сидят, девочка 18 лет. Это говорят, молодежь, молодежь. Да золотая молодежь. Помочь надо этой золотой молодежи, показать, как надо. Как показать? Только своим примером. Очень теплые слова прозвучали. Спасибо вам за вашу внимательность. Вот за эти 3 дня, что вы здесь присутствовали, было отправлено около тонны гуманитарной помощи. Скажите, есть ли какая-то статистика по результатам работы Комитета семей воинов Отечества? Вы знаете, когда мы собираем гуманитарную помощь, считать-то времени нет.
особо. Потому что здесь важна скорость и полезность. Из каждого уголка Российской Федерации сегодня идет помощь в зону специальной военной операции. Помощь ребятам. Потому что мы не из тех диванных критиков, которые сидят и обсуждают, кто кому что должен. Мы просто берем и делаем. Потому что когда мы говорим про то, что у нас страна, о том, что у нас государство, а мы граждане, быть гражданином своей страны, это не только там какие-то блага, но это еще и ответственность. Насколько ты можешь взять на себя ответственность за свою страну? Кто ты в этой стране? Заметьте, Курск. Тяжелая история. Прорыв Курска. Огромное количество людей, которые вынуждены были покинуть свои дома. Но даже в этой ситуации Якутия не осталась в стороне. И отправили грузы на помощь Курску. Здесь каждый день собирается гуманитарная помощь, абсолютно разная. Профессиональная, которая помогает выполнять боевые задачи ребятам. Конечно, много чего из технических средств нужно, много что нужно из новинок. Тепло рук, женских рук. Это сшитая одежда, это обереги, это еда национальная, которая тоже, конечно, так воспринимается очень тепло бойцами. Каждый день здесь собираются грузы. Сколько тысяч километров? Никто не думает о том, что это сложная логистика. Но даже ее победили, потому что есть безумное желание помогать. Сколько тысяч тонн? Какая разница? Самое главное, сколько жизней, которые спасены. Сколько жизней, которые знают, что мы в них верим. Которые точно знают, что мы их ждем. Которые точно знают, что мы стоим за их спинами. А мы действительно стоим за спинами бойцов. И стоим мы спина к спине. Так, чтобы сильнее было. Ваш комитет в народе называют Комитет добра и поддержки. Какие задачи, цели вы ставите перед Комитетом Республики? Вы знаете, целей много. Мы очень многого достигли за эти 2 года, потому что бесплатная юридическая помощь, юристы 24/7 работают. Это духовно-психологическая помощь, это культурные, патриотические проекты, которые мы делаем, гуманитарная помощь. Но вы знаете, что важно? Дойти до каждой семьи. До тех, кому тяжело, особенно в отдаленных поселениях, и кто к нам еще не пришел. Вот дойти до каждого, чтобы не оставить наедине. Возможно, с бедой, а возможно, с таким, знаете, тихим ожиданием, которое тоже достаточно болезненно. Вот задача дойти до каждого. Каким образом выстраивается именно связь работы комитета с семьями военнослужащих? Вы знаете, все очень просто. У нас разные источники связи. Где-то это выездные приемные, где-то это мероприятия, которые объединяют. Где-то это нам говорят, подсказывают. Это, конечно, и социальные сети, и почта, и звонки, и многое другое. И вот так мы просто находим друг друга. Объединяемся и дальше, как говорится, работаем, помогая. Потому что здесь принцип равный равному очень хорошо работает. Мы знаем, что такое ждать, мы знаем, что такое не дождаться, мы знаем, как бывает тяжело, и мы точно знаем, что делать в этой ситуации. Мы все абсолютно понимаем, что Комитет семьи воинов Отечества сегодня это не просто общественная организация, это семья, где точно тебя поддержат, где ты точно нужен и важен, где с тобой готовы разделить и радость от того, что пришла СМС от родного человека, от мужа, от сына, от брата, и разделить с тобой горе. Вот сочувствие совместно чувствовать. Это тоже важно. Вот в одном из интервью вы сказали, что должны создаваться генетические базы участников СВО. Как продвигается этот вопрос? Он продвигается. Пока оставлю это в тайне, потому что в ближайшее время надеюсь, что мы решим этот вопрос. Как должно создаваться? При подписании контракта нужно, чтобы военнослужащий сдавал сразу ДНК. Потому что дальше поиск очень сложный. Говорят, что есть плохая примета. Вы знаете, когда мама ищет своего сына очень долго, вот это, наверное, намного хуже, чем какие-то приметы. Когда у нас есть в госпиталях ребята, которые без сознания, и быстрая эвакуация, и если бы было ДНК, да, который он уже сдал, наверное, быстрее бы нашли. И вот чтобы быстрее нашли, чтобы быстрее узнать правду, да, порой больную, тяжелую, но она правда, и сила-то в ней. Вот чтобы все это было быстрее, нужно при подписании контракта сдавать ДНК, когда ребята приезжают в отпуск, когда находятся в ППД. Это облегчит нам поиск, который, конечно, сегодня достаточно непростой, особенно когда пропал без вести. Вот представьте, погиб, тяжело, ранен, тяжело.
воюет, тоже тяжело. А пропал без вести. Каково это? Когда ты не знаешь, жив или нет, где, что, как, какие страдания у семей в этот момент. Вот чтобы облегчить, чтобы быстрее знать, чтобы быстрее понимать, чтобы быстрее помочь. Потому что не должно быть столько промежуточного этого времени. Вот для этого ДНК, база должна быть у военнослужащих. Как лично вас судьба связала с комитетом? Вы знаете, для меня все это произошло в конце февраля 2022 года, когда мы встречали первые поезда вынужденных переселенцев в Наро-Фоминске, в Подмосковье. И тогда была бабушка, которая вышла, она уже не говорила, очень пожилая, еле ходила, в стеганом грязном пальто с картоночкой, на такой скрепке канцелярской, где было написано фамилия, имя, отчество, населенный пункт, примерная дата рождения, насколько я понимаю, или возраст, сейчас уже не помню. Она была одна, без родных, ей очень много лет. Вся эта боль в ее глазах, она перевернула. А дальше сын, повестка, мобилизация. Он отправился в зону специальной военной операции, и стало понятно, что нужно искать своих. С кем вместе ждать, с кем вместе верить, с кем вместе помогать. Потому что с конца февраля занималась гуманитарной помощью, гуманитарными грузами в зону СВО. А стало понятно, что здесь-то тоже нужно поработать. Вот своих надо найти. Вот так, чтобы помогать друг другу. И вот тогда комитет семьи воинов Отечества, мы не думали, что так все это будет мощно, но оказалось, что это так нужно людям. И сегодня это штабы во всех регионах Российской Федерации. Тема очень болезненная, и хотелось бы услышать пожелания от вас, матерям СВО. Вы знаете, первое, нужно быть стойкими. От того, в каком мы состоянии, зависит то, в каком состоянии наши ребята. Они материнское сердце всегда чувствуют. Поэтому, дорогие, тяжелое время, война, она не бывает мягкой, удобной, болезненная, да. Но что всегда помогало? Наш дух. У нас особая группа крови, российская. Мы точно сильные. От женщины зависит очень многое. От ее стойкости. От того, насколько она готова взять себя в руки и помогать. Даже мысленно, молитвой помогать. Поэтому прежде всего, конечно, нужно держаться. Силы духа, стойкости. Потому что ребята у нас молодцы. Они сегодня защищают нас. Но и мы должны стать достойными тех, кто сегодня защищает нашу страну. Вот именно достойными. И только расправив плечи, только с прямой спиной, с горящим взглядом, помогать им приближать победу. Сейчас стоит задача объединить субъекты Российской Федерации, чтобы это дало такой мультипликативный эффект и, конечно же, помочь нашим бойцам быстрее вернуться и адаптироваться. Расскажите об этом. Вы знаете, на сегодняшний момент много проводится разных мероприятий, да, которые помогают социализироваться сегодня ребятам. И вот эти программы сегодня нужно делать. Но нужно не только ребят социализировать, которые приходят в зону специальной военной операции, но и обществу тоже поменяться. И вот тогда это улица с двусторонним движением, а не с односторонним. У ребят один вопрос. А вы точно готовы нас принять такими? Они изменились. Обратно прежними они не станут. Но помочь им адаптироваться, помочь именно здесь, а это значит поменять себя тоже. Вот это сегодня нужно делать каждому. Юлия Александровна, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо за искренность и волю духа. Но я напомню, что в эфире была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь с нами.